Весенний призыв по всей стране стартовал 1 апреля и продлится до 15 июля 2022 года. В военном комиссариате города Канаш, Канашского и Янтиковского районов прошла краткая пресс-конференция, посвященная призыву «Весна-2022». Более 100 человек мы должны весной этого года призвать и отправить в ряды вооруженных сил Российской Федерации. Определены плановые цифры по муниципальным образованиям города Канаш, Канашского и Янтиковского районов. Значит, всего медицинские призывные комиссии у нас 23 пройдет это весной, в том числе Канаши самый больший от количества ребят, конечно, у нас 10 призывных комиссий, медицинских призывных комиссий пройдут. В Канашском районе 8 и Янтиковском районе всего 5 медицинских и призывных комиссий. Еще раз повторяюсь, мы уже с 1 апреля начали свою работу. Военный комиссар Юрий Барышов в присутствии представителей администрации города, администрации Канашского района, сотрудников полиции отвечал родителям призывников на все интересующие вопросы, а также довел до них информацию, что призывники не будут участвовать в спецоперации на Украине. Служить призывники будут в различных родах войск. Отсрочка у студентов действует до окончания учебы, и уже 30 июня их пригласят в военкомат для прохождения медицинских призывных комиссий. Должен сказать, что успешно у нас заканчивает учебное заведение ДОСААФ Российской Федерации. Автошкола, в частности, в Канаше проходит 19 ребят на категории С. Трое успешно завершают сейчас на категории Е, это прицелы. Категория двое у нас электромеханики, в Чебоксарах обучаются. Ну, надеемся, что вовремя экзамены полностью сдадут, теорию, практику, и установленные сроки убудут войска. Альтернативная гражданская служба в соответствии с федеральным законом о воинской обязанности военной службы Конституции Российской Федерации вправе призывники заменить действительно военную службу на альтернативную гражданскую службу. В этом году у нас таких трое изъявили желание. Первого уже мы рассмотрели на призывной комиссии, полностью призывная комиссия рассмотрела и выслушала доводы данного призывника, дали согласие. К сожалению, один пока призывник проходит медицинскую комиссию, и третий на подходе. На сегодняшний день призвано более 20 призывников. Сформированные группы новобранцев уже 21 числа будут отправлены в войска для прохождения службы. По-прежнему, независимо от рода войск, военная служба длится 1 год. Разъясняем через родителей напрямую их, так как с 2014 года изменение федерального закона о воинской обязанности военной службы, лица, которые не проходили военную службу, не имея на то законных оснований, военные билеты, военный комиссариат не выдают. Порядок работы. По достижению 27 лет, когда приходит молодежь, которые не проходили военную службу, не имея на то законных оснований, проходят медицинскую комиссию. Мы, работники военного комиссариата, представляем на призывную комиссию. Рассматривается, ну, естественно, в соответствии с федеральным законом, выдается справка, формат 1. Патриотическому воспитанию уделяется большое значение. Вы знаете прекрасно, что вот в городе у нас имеется учебное заведение, автономное образовательное учреждение лицей государственной службы, где очень большое внимание уделяется патриотическому воспитанию. Ну и потом городские мероприятия. Вот Юрий Витальевич сказал, что в этом году у нас состоится парад Победы после 2-летнего перерыва. 2 года из-за пандемии мы не проводили вообще никакие мероприятия, вот такие массовые, патриотической направленности. И вот сегодня мы уже говорим о том, что в городе осталось всего 2 ветерана. Хотя 2 года назад мы на 9 мая приглашали ветеранов, школьники, перед 9 мая проводить классные часы, беседы, а на сегодняшний день их осталось уже всего лишь 2. Вот. Но что касается парада Победы, я вам скажу так. Школьники очень рады, что в этом году мы восстанавливаем эту нашу традицию. И вот сегодня репетиции, мы уже знаем так, что они готовы, волнуются очень, потому что их так это сказали, что все-таки в этом году мы не должны подвести, потому что из года в год, когда мероприятие повторяется, то, естественно, так скажем, марка не теряется. А тут 2 года уже без вот этого массового проведения, наверное, немножечко более ответственно подходят дети к репетициям, к данным мероприятиям. Но помимо этого я скажу, что очень много проводится уроков мужества в городе, как раз вот по патриотическому воспитанию. Сейчас, вы знаете, у нас восстановилась традиция подъема флага и исполнения гимна каждую неделю по понедельникам. Также мы восстановили информационные 5-минутки. Каждый понедельник перед началом учебного процесса у нас
проходят мероприятия, ну как раньше были политинформации, сейчас это информационные пятиминутки на разную тематику, вот именно патриотической направленности. Ну еще достаточно много мероприятий, которые традиционно из года в год проводятся, несмотря ни на какие проблемы. То есть все мероприятия, которые проводились ранее, они все в этом году у нас проводятся снова. Также 8 числа у нас митинг на сквере афганцев. Потом вечером, в 8 часов вечера, свеча памяти. 9 мая у нас митинг у городского кладбища на Братских могилах. Потом в 9 митинг на сквере вагоноремонтников. В 10 митинг на площади Ленина, бессмертный полк, парад. Ну и все мероприятия традиционные, которые проводились ранее 9 мая.